Всероссийский урок Победы в Чечне транслировался из 3 точек – в Министерстве образования и науки региона, Президентском лицее и Первой гимназии Грозного. Мероприятие приурочили к 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, и стартовало оно по всей стране. Я думаю, что основная задача – это довести до всех, суть того, кто вложил силы, средства, положил человеческие жизни для победы в Великой Отечественной войне, чтобы показать роль России, Советского Союза, чтобы молодые люди нашего государства, да и представители других государств увидели, насколько мы трепетно, насколько мы с уважением, почтением относимся к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Центром проведения всероссийской акции стала Москва, где собрались представители Министерств образования, культуры и обороны России. Также ветераны и участники Великой Отечественной войны. Особенностью всероссийского урока был образовательный маршрут «Лента истории» по городам-героям в режиме онлайн. Во многих городах страны, в том числе и в Грозном, из-за перегруженности канала связи прямое включение сорвалось. Но тем не менее ветераны, пришедшие на урок Победы, скрасили его своими фронтовыми историями. Курский битва, освобождение Украины, Беларусь, Москва, места, танцы, хаяшел, продукт, эрия, шел, наш, лерса, вот железная дорога, хабала, лерса, вот, эйштох, херби был, большой вердик, даемон, передавал. В школах Чечни пели гимн, патриотические песни, сами образовательные учреждения украсили военной атрибутикой, георгиевской лентой, эмблемой 70-летия Победы, а школьники переоделись в военную форму. Мне хотелось бы, чтобы эти мероприятия проводились бы чаще. Мне очень понравилось это совещание, и это было полезно для нас. Говорили ветераны не только о Великой Отечественной войне, но и о сегодняшних новостях. Самое обсуждаемое из них – присвоение Грозному статуса города воинской славы. Это самое радостное и долгожданное событие для всех жителей республики. Мы очень тепло встречаем это вести. Мы выражаем благодарность главе нашей республики, выражаем благодарность президенту Российской Федерации за восстановление исторической справедливости. Наши люди, продолжая славные традиции своих предков, отвагу, бесстрашие, героизм проявляли на всех фронтах. Сегодняшний урок Победы дал старт месяцу Победы для школьников, в рамках которого дети будут посещать музеи, мемориалы, участвовать в патриотических акциях. Среди них интерактивный проект на сайте Минобразования и науки России, на который школьники под хэштегом «Урок Победы» смогут отправлять свои фотографии. Луиза Батыжева, Мурад Эльбукаев, Джемлейл Хаджалиев. Новости.